Također Horš Jurištan Hašivet Ragejnovtan Nahimefova Фарадеттен Арбасата наблюдал, что происходит в мире. НАТО обнаглело, началась война в Югославии. Я думаю, ждать, пока война придет на порог твоего дома, это не по-осетински. Он взял руки в ноги и пошел на войну. То есть... А так как и все осетины прошел через борьбу, ну я и Яндир, невозможно было без этого тоже. Вот меня вообще-то в среде фамилии называют бандитом, в смысле того, что я всегда делал так, как хотел, а не так, как старшие желали, чтобы я сделал. Ну, старших я несколько раз послушался, и когда понял, что от этого ничего нормального не вышло, решил, ну это знак от Бога, что нужно идти своим путем. Поэтому взялся за голову, разбудил эти наши инстинкты наших предков, вот так немножко озверел и поехал. Югославия как государство, она состояла из Словении, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии и Македонии. И, например, в Хорватии все началось, всегда хорваты вместе с мусульманами. Мусульмане, это, если кто-то не знает, это сербы мусульманского вероисповедания, которые по указу Тита им просто написали национальность мусульман. Вот они провозгласили отделение, хотя по конституции Югославии они могли это сделать только с согласия всех трех конституционных народов. То есть сербов, хорват или хорватов, как вы хотите, вот, и мусульман. То есть это было нарушение действующей тогда Конституции. Несмотря на это, Германия признала независимость Хорватии. Вот, Ватикан это ясно, инструмент сионистический, скажем так. Вот, поэтому особо и начался конфликт. Никто на это особого внимания не обращал, хотя, например, если смотреть по оружию, откуда оно приходило, Южная Африка поставляла оружие тоже, но через Ватикан связи были. Ну, исламские государства, понятное дело. Вот, и вначале даже была такая ситуация, когда мусульмане воевали против сербов и хорваты против мусульман и хорват, вот, а сербы против хорват и мусульман. А потом хорваты с мусульманами сделали конфедерацию мусульмано-хорватскую и вместе против сербов. Ну, здесь мало кому известно, но зверства, какие там происходили, я даже не знаю. Столько лет на войне мне в голову никогда не приходило что-либо такое сделать. То есть я душу свою сохранил, но насмотрелся таких вещей, что иногда думал, ну, больным мало быть человеку, чтобы сделать вот такие вещи, которые я еще тогда двумя глазами видел. И соблазн был велик ответить тем же. Но ведь отвечая тем же, ты становишься таким же. Поэтому приходилось тщательно выбирать цели и не промахиваться. Вот и все. А между сербами и Осетией, если так провести, обе тебе территории как бы близки, знакомы? Ну, сербы общие. Вот что интересно, у сербов тоже вот эти стол треноги используются. Стулья треноги. Вот, например, они никад и кад говорят так же, как и мы, и значит то же самое. Вот, больше они похожи на нас, чем на славян. Это факт. Ну, что касается остального, ну, православные, да, в основном то, что мусульманство, ну, ислам к ним пришел вместе с турками, завоевателями в свое время. Так что в основном они сербы по происхождению православные, один из самых старых православных народов. Вот. Ну, это не какой-то показатель, просто говорю это как факт.
Они празднуют, у них есть одна особенность, у них праздник есть своих святых. Вот сейчас был святого Николая, святых, да. Церковных или... Да. Вот у каждой семьи есть праздник, который они празднуют. Вот, и в основном, например, у них самый такой большой праздник это святого Саввы и Николаева час был. Святый Никола, они говорят. Вот. Святой Георгий тоже у них. Где-то особенность у них такая есть. В отличие от других православных народов. А почему остался там жить? Костромышанович? Пути Господни неисповедимы. Я туда не поехал в поисках хорошей жизни. Нет, обратно вернулся. Семья, родился ребенок, все осталось, началось с того, что после ранения, у меня вторая операция была после войны 99-го года, когда мне пуля голову прошила. Вот, задержался, влюбился, сын. А жена, она с Сербии? Сербия. Республика Сербская, Вишеград. Ну, Вишеград вообще-то благодаря русским добровольцам остался сербским. Потому что в день, когда тут было последнее, самое крупное нападение, не знаю, что произошло, но все сербские части были отодвинуты, и никто на помощь не пришел. Сербы из этого города хорошо отблагодарили погибших ребят. У них и улица есть, которые носят их название. Помнят. А в основном наше участие там, они же под шапкой американцев, Европы. Вот, и вот где-то около 11 месяцев, года назад, аналитик их службы безопасности сербской, он в новостях написал, вот что-то вот приблизительно скажу, вот, переведу, похоже, как русские добровольцы, которые участвовали в войне на стороне сербов, они являются опасностью по нынешнюю сербскую власть. Буквально. Я пытался его вызвать на какую-то теледуэль, чтобы встретиться с ними и набить ему морду в прямом эфире, потому что разговаривать с такими людьми невозможно. Что говорить с дураком? Ему нужно стряхнуть голову, может что-то там перекреститься. Но понимая то, что Джо Бреннан буквально это шеф из сербской службы безопасности, потому что они свои архивы еще в 2002 году передали ЦРУ. Вот, когда понимаешь, кто у них папа, ясно, почему они делают то, что делают. Вообще сколько было добровольцев с России? Много, большие были отряды? В России, в Сербии особо нет. В Осетии я единственный был в 99-м году в Сербии. В Боснии был еще один осетин, которого тоже звали Альберт Дзабелов. Фамилия. Он был, по-моему, до этого наездником в цирке работал. Я с ним встречался, но он потом внезапно пропал, я его найти не могу, где он. А так в основном в Боснии русских отрядов, то есть добровольцев из России, Украины тоже, что тут врать, Белоруссии было много. Они так и назывались. Вот. РДО, русский добровольческий отряд. Русский добровольческий отряд на сербском. И они достаточно хорошо себя показали. Вот. Показателем этого является, например, то, что их обычно ставили на такие самые ненадежные участки фронта. И те с той стороны знали, что. Поэтому, например, понятие «сдаться в плен», если ты доброволец из России, об этом забудь. Это даже было очень хорошо. Зачем в плен сдаваться? Если воюешь, воюй до конца. У нас у каждого был пистолет обычно с внутренней стороны, обычно ТТ, потому что он тонкий. Он для чего служил? Служил для того, чтобы в безвыходной ситуации и уйти как полагается.
но в основном до этого не доходило. Вот одного русского, как его Николаевич, парень. Потом его разменяли на пленных, тяжело раненым, они в плен взяли. То, что они с ним сделали, это Они конкретно кто? мусульмане. Мусульмане. А кого вы называете мусульманами? Боснийцев? Если назвать их по-настоящему, это не боснийцы. А до этого их называли просто сербы мусульманского вероисповедания. Потому что боснийские мусульмане, это есть, они есть сербы. Но это сейчас они придумали, это название сегодняшнее. Вот. Сегодня же мода придумывать новые нации и новые национальности. Вот как черногорцы придумали себе национальность черногорец. Хотя исторически они являются сербами, и исторически у них особенной национальности не было. У них была государственность княжества Черногория, но по национальности они были черногорцами. Вот в Сербии даже есть, вот они, я как-то спорил с одним черногорцем в Черногории, и он мне говорит, вот мы такая нация, с ума сойти, оригинальная, туда-сюда. Я им говорю, чем вы оригинальны? Говорят, у нас и свой язык есть. Хорошо, пойдем в библиотеку. Пошли, взял я их черногорский язык, которому тогда было от роду 2 года. Показал ему, кто его написал. Видишь, кто его написал? Он говорит, что такое? Написали его 1 хорват и 2 мусульманина, а не вы. Вот и подумай, какой у вас черногорский язык. Вот, добавили там 3 буквы какие-то. Я им говорю, ну что, оригинальным в вашем словаре являются только 3 буквы. Вот и говорите на всех 3 буквах. И не пользуйтесь сербским. Слишком много сегодня. Гордыня – большой грех. Сегодня нам подкидывают косточку те, которые отделили от нее мясо. И мы вместо того, чтобы оторвать ему голову, мы из этой косточки междуусобно бьемся. И я не знаю, один и тот же сценарий повторяется 100 раз. Бог, то ли нас Бог наказал глупостью, то ли чем, я уже понять не могу. Мы одни и те же ошибки повторяем столько же раз. Вот я одному из, помню, я его в плен попал. Я его спрашивал, слушай, скажи мне, как звали деда твоего деда? И он не хотел ответить, мусульманин, потому что имя сербское. А я всегда говорю, человек, забывший корни свои, ветвей не имеет. Так что, вот я даже вот сейчас, обычно в Вильхотово каждый год бывает турнир имени моего отца. Вот я вот сейчас приехал, потому что я наслушался всяких разговоров. Я приехал и хотел им кое-что рассказать, в смысле, потому что каждая власть, которая приходит туда, она пользуется вот именем моего отца, вот преследуя какие-то популистические цели. А мой отец в свое время, перед ним не было Дегорца, Лоситин, Кударца. В его время никто не мог один другому такое что-то сказать. И вот я сегодня являюсь свидетелем того, что опять внутрь такого огромного, в кавычках, народа начинается вот это внутреннее деление. А это деление от кого происходит? Кто молодых этому учит, кроме старших? Никто. Когда старшим вопросы задаешь, они говорят, мы не виноваты. Серьезно? Кто виноват? Я, что ли? Или со стороны кто-то пришел?